Ассаламу алейкум, басалнах. Шарик мягкой. Вечер нам всем добрый, счастья, мира, благополучия нам, спокойствия в наши регионы, взаимного уважения нам. У меня много материала еще зачитывать по одному только этнониму Кистины. Получилось так. Получилось так, что 3-4 передачи, которые я записал, у меня еще материала на пару передач зачитывать. Материала какого? Информационного. Потом на одну передачу у меня вопросы и ответы я хочу тоже, потому что там очень полезные куски, вопросы задают и отвечать буду. А заключающую передачу я посвящу, знаете чему? Основные вопросы. Доказательственной базы с приведением источников, с исходными ссылками, страницами и так далее. Где на самом деле издревле был вот этот термин, какое общество несло его, потом как он уходил, этот этноним от ингушского народа. Разные вопросы, что он мог обозначать, версии и так далее, ответы. Смотрите, много источников, много путешественников, много исследователей говорили про кистов, и в том числе и окружающие народы. Я про это тоже буду говорить. Я сегодня постараюсь целую передачу зачитывать материалы. Буду приводить источники, место публикации, страница, о чем, кратко о чем говорилось и так далее, и так далее. Надо указать, что еще и в 16 и в 17 веке, да, и в 16 и 17 веке, и в 18, 19 и 20 этноним кист не уходил, как говорится, с упоминания. Другой вопрос, что он и ранее был обозначен, еще и в раннем Средневековье, и тысячелетия назад, в разных источниках, и в грузинских, и в армянских, и в византийских. Обо всем я буду говорить и зачитывать вам. Вы знаете, есть такой автор, журнал Народного просвещения, это в 1846 году, императорская типография. Здесь такой автор есть, Яновский. У него интересная статья. Сейчас я вам скажу, кто это такой. Это Яновский, Александр Яновский. И вот в его работе на странице 201 и 202 он говорит, кстати, про кистов. О чем же он говорит? Имея в виду, что Албания находилась в нынешней Кеширване, описанной Плутархом и Страбоном места жительства амазонок представляются ясно, говорит. Гелы теперешние кисты, племени Галла, обитающих северо-запада от Чеки, Лазанской долины и так далее, и леки или лезгины сверху вершин, жили и тогда там, где и ныне, говорит. А за ними на северном склоне и на прилегающем долине, может быть, и до Кубани полагали жилище амазонок. Если даже принять гелов, как принимает и незанятых жителей, то и тогда местоположение не изменится. Ибо сильвы Плиния обитали только ниже или южнее лезгинов и кистов, а на северной стороне Кавказа народы, занимающие лесные горы, могли быть названы гелами. И так далее, и так далее, и так далее. То есть место расположения он обсуждает, говорит, это Центральный Кавказ, говорит. Центральный Кавказ. Вот, утверждает, он тоже, видимо, исследовал все, древние источники, и говорит, это Центральный Кавказ. В материале ингуши Яковлев, эта книга издана в Саратове в 1996 году. Здесь на странице 289 Яковлев МФ приводит материал. Давайте я вам зачитаю. Адольф Берже, выписавший свой очерк «Чечня-чеченцы» в 1859 году, так описывает территориальное расположение отдельных ветвей ингушского народа. Это Яковлев пишет, не я. Назрановцы, Карабулаки, Галашевцы, 3-й, 4-й Жирахи, 5-й Кисты. Давайте зачитаю про кисты. Где они находились, что пишет тот же Адольф Берже. Смотрите. Они разделяются на ближних и дальних. Первые живут по ущелью Макалдона, притока Терека,
а последние по ущельям Аргуна. Общество дальних кистов включало в себя в 1851 году 21 аул. 21 аул. Сейчас, подожди секундочку. А общество ближних кистин сосредотачивается в глубокой котловине, окруженной со всех сторон высокими хребтами, идущими от главного Кавказского, и замыкаются в долине Терека, у Джарахского укрепления, без которого впадает в Терек река Кистинка. В этом обществе в прошедшем году считалось 32 аула. Там 21 аул, здесь 32 аула. То есть крупные эсханис. Они расположены, говорит, большей частью, говорит, по берегам реки Кистинки. Вот эти аулы, 32 аула. И общество ханис. Потом перенесли, вот это у нас сообщает Яковлев из Адольфа Бержи. Таких материалов очень много. Очень много. Вот смотрите, есть такой автор Иван Бакараулев. Кто это такой? Вот эта книга опубликована, я вам сейчас скажу, Киров, 2013 год. Вот здесь на странице 3 имама Дагестана называется вот этот материал. Это не сегодняшний автор, это автор, смотрите, что о нем здесь пишется, смотрите, что о нем здесь пишется. Автор, говорит, Бакараули родился, автор очерка «Три имама Дагестана» родился 4 апреля 869 года в Тушетии, в селении Зему-Алвани Ахмедского района. То есть окончил Александровский педагогический институт в 894 году. То есть он был и грамотный, мало того, что и оттуда был. И что же он пишет? А ну-ка давайте посмотрим, что он пишет про кистов. Смотрите. Население Чечни однородно, единого происхождения, хотя имеются различия в диалектах, характере и обычаях. В низинной области по правую сторону Терека на реке Аргун находится Большая Малая Чечня. К западу, пишет, живут ингуши. Южнее на северном склоне Андесского хребта тоже кисты. Смотрите, что дальше пишет на странице 109. Вот этот автор. Тибулойских кистинцев поселили, говорит, в опустевшем селе Цовата. А цоватушинцы, говорит, к тому времени переселились в Кахетию, в Алвании. Снабдили их семенами, новоселы спахали отдохнувшую плодородную землю и начали мирную жизнь. Я сам, говорит, автор, ну, так и написано, я сам, автор этих строк, встречался с этими переселенцами. И так далее, и так далее. Остальные, говорят, вот эти после пленения Шаменя опять вернулись на родину. То есть хабяхка наханапиш. Вскоре туда же отправились. В настоящее время Йохцувате не осталось ни одного кистина. Вот такие у него сообщения, данные. Смотрите, дальше что идет. Дальше что идет. Вот здесь материал туда, где парлят орлы. Орджоникидзе 67. Здесь тоже про Кистин и реку Кистинку, здесь целая глава есть, да. Ну-ка, давайте я вам зачитаю, что же это такое. Это, например, на нескольких страницах. На странице 160 читаем. Там большой материал, я просто буду вам, видите, отметился для себя, интересно, что, интерес представляет какой-то, чтобы все не зачитывать. Кистинское ущелье. Одно из самых живописных в Приказбекском районе. И так далее. Мы вышли из селения Гвилетий. Это наше родовое село. По военно-грузинской дороге. Первые 4 километра до устья Кистинки реки прошли по военно совсем незаметно. При впадении Кистинки в Терек расположена Дарьяльская ГЭС. Через бурную Кистинку мы перешли небольшому деревянному мостику. Крутизна подъема 40 градусов. И так далее, и так далее. Ущелье Кистинки в нижней части простирается с востока на запад. Дальше смотрите. 138 страница. Обращает на себя внимание при переезде через Кистинский мост на военно-грузинской дороге. И мост, и ущелье, и пещера, и река, и водопад. Там все обозначалось. Это раньше так и называлось. Водопад ручья Таргамис. Да, Таргамис. Мы решили
Оставаться в ущелье на ночь под проливным дождем было бессмысленно. Мы решили вернуться, говорит, в Гвилетии. Так. Здесь в сносках пишется, в Кистийском ущелье нет ни одного, на этот момент, когда он пишет, ни одного населенного пункта. Дождь еще продолжал лить, но теперь для нас все страшно осталось позади. Мы в Гвилете приехали на попутной машине. Вот представляете, здесь на каждой главе все замыкается на Гвилете, на Кистиньке, вот любую страницу возьмите, да, ну, и везде там это от Гвилете, там отсчет и так далее. А самое удивительное, что? Вот карта приложена к этой, вот карта, приложенная к этой книге, да? Карта. Здесь Гвилетия не обозначено. Любые поселки минимальные обозначены, а Гвилетия не обозначено. С этим Кистинским обществом и Гвилетией спорили, видимо, ужас, как спорили. Но ничего, смотрите, дальше читаем. Пильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770-73 году. Санкт-Петербург. 2002 год. На странице 37. Что там пишут? Округ ингушей или кистов. Это 1770 год. Смотрите. Первого кавказского народа, с которым я имел возможность познакомиться, лежит между истоком Сунж-Терека, впадающим в Терек ручьем Кумбалей. На севере граничит с Малой Кабардой, на западе Осетии. На востоке у него чеченцы. На юге снежные горы. Нет здесь никакого указания, что нахчи живут и так далее. А буцурыш, кисты или ингушей. На каждом шагу, да, каждый исследователь. Я не знаю, сколько можно вот этого вранья, натягивать одеяло какие-то. Ужас. Броневский Семен Михайлович. Новейшие известия о Кавказе. Часть 2, глава 3. Кисты. По именам главных их деревень русские называют их зауровцы или жирахи, а вообще кистинцы, не смешивая с ингушами. Почему? Потому что каждое общество ингушей в то время обозначение имело, даже от соседних народов, да, и Но горские народы их одинаково с ингушами именуют их галгаи, то есть и кисты, и галгаи, и ингуши. Дальше смотрите, что Крупнов Евгений Иванович, средневековая Ингушетия, Москва, 1971 год. Он описывает, что постепенно название ингуши было перенесено на родоплеменные образования. Некоторые известны как галгаи, кисты, цоринцы и так далее. Объединенные с ними общей территорией, общества, языка и культуры. Еще сравнительно недавно их ингуши горцы называли себя ламар, что значит горный от лам, гора. Отдельные же их группы, очевидно, отдельные племена имели в недалеком прошлом различные самоназвания: Алла, Кисты, Фяпи, Цоринцы, Аштойцы и так далее. С течением времени, очевидно, в силу социально-экономической значимости, галгаевская племенная группа, обитающая в Апстенамском ущелье, в древнейшем центре ингушской культуры, имя этого племени Галгай было перенесено на другие ингушские племена. И так далее, и так далее. Так, смотрите, дальше. Царевич Вахушский, география Грузии. Тифлис, 1904 год, страница 151. Ну, что там пишется? Одним из первых историографов, описавших локализацию страны Кистови или Кистети по Вахушти, был царевич Вахушти Багратиона, который в географии Грузии писал следующее. О Кистети. Теперь же начинаем с восточных от Хеви кавказцах, ибо мы уже завершили описание западной их части. А в конце Хеви, где река Арагва или Ломихи выходит на равнину, в эту Арагву повыше селения Хетадзе впадает речка Кисская или Зурзукская, протекающая с востока. Она вытекает из срединного между Дзурзукети и Пшава-Хевсерети, который есть в Пховели, Кавказа. Течет она от юга к северу, несколько по направлению от севера к западу, и длиной она от Кавказа до Ламека. Где же сливаются обе реки, там между ними находятся Джарехи. Огромная скала, огораживающая большую долину, утесистая, и через это она очень крепка. Тут стоит большая башня, обведенная подобно крепости стеной. На этой речке в ущелье и выше Джарахи находятся Кистети с селениями и строениями. То есть конкретно указывает, где находилась. Он и Грузию, и все вот эти ущелья, все это, вот этот царевич Вахушти, и карты рисовал, все он это знал, не путал ни одно ущелье, ни одно это, все описал, где она находится.
Вот смотрите, материал мне сбросил один из читателей наших, очень помогает мне. Руху Бархоя Хаживер. Кисты или ингуши проживают у истоков Терека, самая буйная раса на Кавказе. Считается, и что происходит от Алан, состоят из 5 племен или диалектов. Тушины проживают в Грузии. Это сэр Ричард Филлипс. Это Принстонский университет, Нью-Йорк, 1826 год. Да, напечатано, видите. Так, Евгений Крупнов, средневековый этноним кусты прямо связаны с предками ингушей. Здесь важно отметить, что в новом списке армянской географии, открытом в библиотеке хетариста в Венеции и изданном в 1881 году, в том же перечне народов, населяющих азиатскую Сарматию, термин кусты фигурирует уже в форме кисты. Этот термин в качестве одного из названий вайнахских племен часто встречается в средневековых грузинских источниках архивных документах в форме кишты. Здесь я хотел бы добавить, что именно ингуши являются единственным народом, который в договоре с другими народами, еще не обладая, как говорится, от ними обозначения, а то русскими, то они обозначали самообозначение. Мы народ киштинский, да, их киштинцами тоже в договорах указывали. 1770-м и до этого, которые были, да. И хотя предполагается, здесь пишется, что этнониму кишты уходит вглубь веков до 13 века, в действительности в форме кисты этот термин известен был еще в раннем Средневековье. Древнее место обитания кистов или кистинцев определяется довольно точно. Это ущелье реки Архи, правого притока Терека, в 22 километрах от юга от города Орджоникидзе, ибо эта река и называлась по-грузински Кистетис-Схали и Кистинка в русских источниках. Соседний же Осетин называют ее Макалдон. Евгений Крупнов. Исторические известия об ингушах. Средневековая Ингушетия. 1971 год. Страница 37. Посмотрите. После вхождения этих территорий в состав России один из районов Ингушетии продолжал носить имя, ну вот это имя Кистин, и лишь во второй половине 19 века стал переименовываться. Так Кистинское общество в настоящее время называется Мецхальским. Это же подтверждают Харадзе и Рабакидзе. Мецхальское общество – это более позднее наименование того же Кистинского общества. Максимов, туземцы Северного Кавказа, 1892 год, страница 75. Это приводится Харадзе Рабакидзе к вопросу анахской этнонимики, Кавказский этнографический сборник, том 2, от Белиси, 1968 год, на странице 29. Вот смотрите, их же называли ближние кисты и дальние, да? Восточное общество ингушского этноса, Майстой, Майстинское, Джекольское общество, Малхи, Метхо и Саханское общество и другие, будучи ингушами, также считались кистами дальними. Это у автора Пантюхов, Ингуши, антропологический очерк, 1901 год, на странице 1 и 2. Кстати, этот же материал повторяется у Е.Н. Кушевой, народа Северного Кавказа, их связи с Россией, вторая половина 16-30-е годы 17 века. Москва, 1963 год, на страницах 64-65. Смотрите, еще в одном материале. Кавказский календарь, 904 год, 3 отдел, страница 56. Сродни с ними ингуши, живущие во Владикавказском округе. Они выходцы из Кистетии, горной страны. Ну, когда одно ингушское общество обсуждают, сродни с ними, говорят, и ингуши, выходцы из Кистетии. Тагашвили, Т.Д. Избранные труды по кавказоведению, том 2, Владикавказ, 2014 год, на странице 413. Это вызвало оживление в отношениях с ингушами, которые жили на восточной стороне дороги, и которых грузинские источники именовали кистами. Кстати, надо отметить, что в следующей передаче я буду переписку приводить, да, очень полезные данные по этому этнониму. Но я потом обязательно буду еще какую-то часть или следующей передачи, или через одну передачу. Я по этому этнониму сделаю выписку, знаете какую?
как соседние народы обозначали. Да, приводить буду свидетельства, данные, это источники, мнения современных вот этих наших, ну, кто что это приводит, какие данные интересные. Все это буду приводить. Башир Далгат, родовой быт, обычное право членства ингушей, Москва, 2008 год, страница 47. Что он пишет? Он пишет, так еще в трудах армянского историка Моисея Харенского географии упоминаются об ингушах кисты. У греческого географа Птоломея также упоминаются кисты, жившие на Кавказе. Так что ингуши относятся к одному из древнейших народов Кавказа, и колыбелью их оседлой жизни являются горы. Вот смотрите, сколько десятилетий вот это было напечатано. Это вот сейчас переиздано, да, Москва, 2008 год. Так оно издано уже 100 лет, 100 лет, да. Никто это не обсуждал. А вот сейчас, говорят, нет, говорят, ингуши не имеют права ни на этноним свой, ни на обозначения какие-то, да. Удивительно. Н.Ф. Гробовский. Сборник сведений о кавказских горцах. Выпуск 4, Тифлис, 1876 год. Страница 2. Еще в первой половине прошлого столетия ингуши под этим именем уже были известны русским. Их также называли кистами или киштинцами. Свидетельство приводят. Я здесь за приводимые вот эти сведения одному из наших читателей, Баркл Ягас. Баркл Халтман Ягас. Некоторые куски ты приводишь очень полезно, помогаешь ссылками, краткими информациями, качественными ссылками. Это полезно не только мне, тебе, но и всем нам, ну, в том числе и нашим оппонентам, кто читает, да. Суёг не за что, вот и дал, я буду помогать. Ну, благодаря, пишет он дальше, смотрите. Да, ряд халхам вот за то, что вы делаете для нашего народа. А что я делаю? Слушайте, я что делаю? Смотрите, я фактически, знаете, что делаю? Один из этнонимов, самообозначение которого у нас в нашем обществе, когда договор заключали то с Россией, то с Грузией, когда мы этот этноним пытаемся защитить, это что? Великое дело народу делаю. Народ, который реально этот этноним имел, обладал этим, его называли и самообозначение, он его сегодня не может самообозначаться, и уже, ой, как вы смеете, как вы умеете. Ну что это такое? Удивительно, да? Просто удивительно. Аталиков В. Нальчик, 2010 год, страница 160. Кавказ, европейские дневники 13-18 веков. Что там пишется? Возле Большой Кабарды, у живущего в горах особливого народа, называемого Кисты или Ингуши, видны еще развалины каменных церквей. В ямах оной, как сказывают, лежат сгнившие книги, пергаментные листы. Этот же автор Аталиков, Нальчик, 2010 год, на странице 215 что-то приводит. Он приводит, это в сборнике «Кавказ. Европейские дневники 13-18 веков». «Я отправился, пишет, во внутренней области высоких гор, район Галга, ветки ингушей или кистов. Кустов, в скобках, кистов. Да. Вот что, смотрите, обозначают департамент генерального штаба. Смотрите. Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по высочайшему повелению в первом отделении Департамента Генерального штаба, том 16, часть 1, Ставропольской губернии. К племени ингушей, занимающих плоскость и котловины Кавказских гор, с правой стороны Терека до верхних частей Аргуна и до течения Фартанги, принадлежат и обозначают там назарановцы с камбулейским обществом, гджараховцы, карабулаки, цоринцы, ближние кистинцы с небольшим обществом, вновь покорили Алгай, Галаши с дальней кисты. Видите? Все в ингушском обществе считается и дальние кисты, и ближние кисты. Смотрите, Алонсо Харрис привел такой материал.
Платон Зубов, картина Кавказского края, часть 3, Санкт-Петербург, 1835 год. Вот он приводит, что кисты, сведения, исторические кисты, а собственно так называемые, составляющие ныне самое малозначительное колено, едва не заключающее в себе 1500 душ, никогда не повиновалось ни Грузии, ни Кабарде, а составляли племя воинственное, отдельное, управляемое старшинами по выбору, часто низлагаемыми. А потому от них нельзя получить никаких исторических сведений, как о таком народе, предание которого составляют в рассказах об удальстве своих предков. Статистические подробности: узкая полоса земли, простирающаяся в длину с юга на север от горы Казбека до Владикавказской крепости с небольшим 40 верст, а в ширину составляющая 8 верст, и ограниченная с запада течением реки Терек, а с востока землею Ингушей, служит жилищем кистам, собственно, так и называемым. Точно указывает, где вот эти ближние кисты. Географию дают. Я говорю, вот эти отделения департаментов генеральных, там, слушайте, там не могли выдумывать, врать. Если это общество на тот момент было ингушским, значит, надо было называть ингушским. Что они там выдумывают? Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 год в связи с муридизмом. Кавказский сборник, том 10, 1886 год. Что там пишут? Ингушевское племя состояло из следующих обществ: Кистинского, Джарахского, Назранского, Рабулакского, впоследствии названного Галашевским, Галгаевского, Цоринского, Акинского, Мереджинского. Все эти общества вместе имели свыше 30 тысяч душ. Кисты сами себя попеременно называют кисты, Алла, ингуши. Одно название вместо другого употребляют. Браневский Семен. Часть 2, Москва, 1823 год. Страница 153. Это материал новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ага. Еще в первой половине прошлого столетия ингуши под этим именем уже были известны русским. Их так и называли кистами, кистинцами. Еще один автор. И Тагашвили опять еще приводят материалы, кавказские календари. Много еще. Я вам буду зачитывать потом. Вот есть такая книга, она вышла недавно, не так, но это свежий материал. Это русские иностранные путешественники об Ингушетии и ингушах. Хороший материал. Я с нее буду зачитывать. Потом зачитывать буду материалы, как все это происходило. Выписки из разных источников, как происходило переименование вот этого Кистинского округа. Где в каких материалах указаны названия. Вот все географические, топографические, административные, этнографические и любые другие гидронимы, связанные с корнем кис, именем, с этнонимом кис, я все это буду приводить, где указано, что указано, когда указано, почему ингушский народ этого этнонима лишился, как это было, что это было ли это, например, связано с временем, когда, помните, пропаганда такая была, ее озвучил Петр Услар, надо, говорит, из всех источников, говорит, заслуживающих там внимания, изгнать слово кисты, говорит, все связанное с кистинами, и оставить, слово чеченец, да. Это все было, это не выдумки Вазиртана Руслана. Я это вам буду показывать книги, зачитывать и говорить, вот это вот в этом месте, это в этом месте. Показывать буду. Беркел Халчан, спасибо вам за внимание. Это очередная наша передача была по этнониму Кистины. Спасибо.